эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Якутия в авангарде оборонных технологий. Республика признана лидером по БПЛА и роботам, а ее уникальная разработка робот Як-14 успешно работает в зоне СВО. Дальний Восток – кладовая ресурсов мира. В Якутске обсуждают новые технологии, эффективность и экологическую ответственность. Наука на стороне огня. В Якутии предлагают легализовать сельскохозяйственные палы. Какие изменения в противопожарных нормах предлагают внести? Вековой юбилей важной профессии. Зоотехния отмечает 100 лет. От контроля здоровья до разведения скота. Как эта специальность стала опорой сельского хозяйства? Путешествие в регион мечты. Назван победитель всероссийского конкурса «Мой дальний». 16-летний Никита из Чувашии креативно рассказал о Якутии. Якутия признана одним из лидеров в России по подготовке операторов беспилотников и созданию роботизированных систем, что было отмечено на научно-практической конференции Вооруженных сил РФ. Особо выделена разработанная при поддержке республики универсальная платформа Як-14. Этот наземный робот эффективно применяется в зоне СВО для транспортировки грузов, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Также Як-14 используется как робот-камикадзе для уничтожения вражеской техники. Военные высоко ценят его за то, что он не глушится средствами радиоэлектронной борьбы противника. Уже произведено около 130 таких комплексов, которые переданы в действующие войска. Название Як-14 дано в честь Якутии, где он был создан. Як плюс код региона 14. Это универсальная платформа, на которой могут устанавливаться различные боевые модули, такие как пулеметы, АГС, системы РЭП, системы связи могут устанавливаться, также минные тралы для разминирования дорог. И еще мы недавно придумали на него плавающий модуль, то есть он еще и плавать у нас умеет. Тот опыт, который мы накопили вместе с подразделениями группировки «Восток», конечно, дал толчок для того, чтобы мы уже и в республике начинали готовить операторов. И мы подготовили больше 1000 уже операторов беспилотных систем. То Якутия сегодня является передовым регионом по подготовке и конструированию подобного рода систем и по взаимодействию, оказанию практической помощи войскам на фронте. Проблемы и вызовы, стоящие перед промышленностью восточных регионов страны, обсудили на форуме недропользования. Более 500 экспертов горного дела со всего Дальнего Востока и ближнего зарубежья собрались в столице Якутии. Вести с полей форума у Эржены Гармаевой. Если Якутия – сокровищница России, то Дальний Восток впору назвать кладовой природных ресурсов мира. Как отыскать это подземное богатство и как его добыть – вопросы актуальные во все времена. Найти на них ответы – задача, которая по силам только консилиуму, вроде того, что собрался на Дальневосточном форуме недропользования. Мы запланировали ряд важных сессий, и я бы сказал, что это именно посыл от самих компаний. Вопрос транспортно-энергетического каркаса. Как его сформировать? Вопрос достижения стратегии 2050, подготовленной, разработанной Минэнерго, где Якутия активно принимала участие. Это вопросы золотодобычи, о продолжении роста. Расхожая фраза о том, что в недрах Якутии есть вся таблица Менделеева, постоянно находит в себе подтверждение. И хотя за нами уже закрепилась слава промышленной республики, порох в пороховницах еще имеется. Изученность наших просторов составляет всего чуть больше 20%. Как раз таки для того, чтобы обнаружить все скрытое в земле, начался проект «Геология. Возвращение легенды». Специально для его участников власти Якутии даже ввели налоговые льготы. Размер льгот, он может быть не самый большой, но важный. Здесь не всегда размер имеет значение. Здесь это еще важно с точки зрения того, что это ясный сигнал от правительства республики о том, что усилия геологов будут поддержаны. И вот именно вот эта последовательность действий республиканского правительства, она крайне важна и говорит о том, что все у нас будет хорошо.
Один из многообещающих проектов будущего – это Тамторское месторождение, где, по оценкам ученых, находится больше 150 миллионов руды редкоземельных металлов. Материала, который не на словах, а на деле приблизит нас к технологическому суверенитету. Впрочем, мы не собираемся отказываться от проверенных временем нефти, газа и, конечно, алмазов. Везде Якутия входит в пятерку страны по объемам добычи. Но всегда можно выходить на новые рынки. И тут встает вопрос о логистике. Обсудим также вопросы, связанные с развитием речного транспорта, потому что речная сеть, речные артерии для Якутии, несмотря на довольно короткий период навигации, являются одним из основных способов транспортировки как генеральных грузов на территорию республики, так и вывоза основных позиций, в том числе и на экспорт. Говоря об экспорте, нельзя не упомянуть о нашей надежде – порте Найба в Булунском районе. Его глубоководность позволит заходить морским судном в Якутию, что сулит нам большими объемами продажи сырья. И судя по открывающимся перспективам, в проведении следующего, 3-го дальневосточного форума недропользования можно не сомневаться. Ржана Гармаева, Виктор Дичковский, Якутск. В Мирнинском районе началось строительство установки комплексной подготовки газа, которая с 2027-го будет поставлять очищенное голубое топливо на Новоленскую ТЭС. Проект реализует Алроса Газ. Строители уже забили первые сваи для объекта. Управление капитального строительства Алроса планирует приступить к монтажу оборудования с декабря этого года. Установка будет ежедневно очищать до 4 миллионов кубических метров газа, который по 200-километровому трубопроводу поступит потребителю. Для хранения газового конденсата предусмотрены резервуары объемом до 500 кубометров, часть которых уже доставлена. На площадку поступает металлоконструкции. На данный момент более 1000 тонн уже на площадке. Как вы видите, уже ведется строительство эстакад основных. Также на площадку стали поступать основные технологические оборудования. Перенесли срок повышения грузоподъемности на ледовой переправе Хатас-Павловск. В конце этой недели планировалось увеличить до 10 тонн грузоподъемность на ледовой переправе через реку Лену. Однако срок пришлось перенести на следующую неделю из-за повреждения полуприцепом ледового полотна. На место происшествия прибыл наряд ДПС, который оформил нарушителя в установленном порядке. И, кроме того, водитель будет привлечен к ответственности по линии Ространснадзора. Водители призывают не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. Ну а с начала будущего года россиян ждет повышение практически всех видов социальной поддержки. Так, с 1 января страховая пенсия увеличится на 7,6% и составит около 27 тысяч рублей. Увеличение коснется и семей с детьми, для которых единовременное пособие при рождении ребенка достигнет 28 773 рублей. Материнский капитал на первенца возрастет до более 737 тысяч рублей, а вот минимальная ежемесячная выплата по уходу за детьми до 1,5 лет составит 10 790 рублей. Прожиточный минимум также подвергнется индексации и достигнет 18 939 рублей на душу населения. Тем временем мошенники продолжают находить новые способы обмана людей через интернет. Буквально ежедневно жертвами злоумышленников оказываются и нерюнгринцы. О наиболее частых схемах обмана нашей съемочной группе из Нерюнгри рассказали правоохранители. Подробности в следующем сюжете. На сегодняшний день в отделе МВД России по Нерюнгринскому району зарегистрировано 498 заявлений о дистанционном мошенничестве. Общая сумма ущерба составляет около 70 миллионов рублей. Для достижения корыстных целей мошенники используют не только технические уловки, но и базовые человеческие страхи. Мошенники используют психологическое давление на потенциальную жертву. Они играют на страхах людей. Это, например, страх потерять свои сбережения или стать фигурантом уголовного дела. Аферисты создают искусственную срочность, заставляя жертву предпринимать какие-либо решения сиюминутно, то есть они не дают ей логически осмыслить происходящую ситуацию. Именно поэтому нужно давать себе время всегда осмыслить то, что происходит, то есть прервать разговор, перезвонить по официальному номеру той организации, от имени которой вам поступил звонок, либо позвонить в полицию. Сотрудники уже вас проинструктируют о том, какие должны быть ваши дальнейшие действия.
Так и 62-летняя работница медицинского учреждения Нерюнгринского района под страхом уголовной ответственности перевела мошенникам более 1 миллиона рублей. Началось все с разговора по замене домофона с незнакомцем, которому потерпевшая продиктовала код. Когда женщина поняла, что напрасно назвала код, отправилась в офис МФЦ. Однако, не успев попасть к оператору, ей пришло сообщение, что ее госуслуги взломаны и необходимо перезвонить по указанному номеру. Не дожидаясь своей очереди, заявительница позвонила на этот номер и, как говорится, все закрутилось. Меня направили в Роскомнадзор, там я общалась, там мне сказали, что на меня оформили, что я оформила доверенность на жителей Украины. Стали потом это Роскомнадзор направил меня в ФСБ, и там начали меня запугивать, говорить, что это уголовная ответственность, туда-сюда, что все, какие есть дома наличные, надо там отправить им. Ну, я следовала их указаниям. Но когда я с ними общалась, с Роскомнадзором и с ФСБ, я считала, что это я с серьезными людьми общаюсь. В настоящее время кибераферисты активно используют нейросети. С помощью искусственного интеллекта они могут сгенерировать любое изображение лица или голос, который сложно отличить от оригинала. В таком случае необходимо пользоваться главным правилом – всегда проверять полученную информацию, лично связавшись с человеком, от имени которого пришло сообщение. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В парламенте Якутии обсудили интересную тему, как сельскохозяйственные палы влияют на урожайность сена и качество кормов. Многолетние исследования в разных районах Якутии показали, что контролируемые весенние и осенние палы на самом деле улучшают качество и количество травы на сенокосах и пастбищах, особенно в условиях вечной мерзлоты и короткого лета. Теперь они предлагают правительству Якутии обратиться к правительству России с просьбой изменить действующие противопожарные правила. Это нужно для того, чтобы официально разрешить и регулировать сельскохозяйственные палы как полезную практику, которая помогает развитию сельского хозяйства в регионе. Работы с 2018 по 2020 годы были проведены на пойменных и таежных угодьях. Это влияние профилактических выжиганий. А в 2021 году была проведена работа по профилактическому обжиганию по 2 срокам посева. Это весенние и осенние сроки посева на сенокосных угодьях, именно аластных и мелкодолинных угодьях. После завершения вот этих работ уже по линии Академии наук Республики Саха-Якутия уже были подключены доктора наук, ученые. И на сегодняшний день, вот именно 5 декабря 2025 года, ученые с точки зрения экономики подытожили работу по проведению сельскохозяйственной палы. Новое хранилище на 500 тонн картофеля открыли в Магане. В прошлом году крестьянское хозяйство «Котрус» выиграло конкурс на строительство современного хранилища. Республика софинансировала возведение и вложила 42 миллиона рублей. О хозяйстве и урожае этого года узнаем далее. Вот мы привезли новый картофель, красный, сорт «Легенда» у него. Он очень высокоурожайный, дает большой урожай. Это сейчас на данный момент это семенной материал уже. Крупный картофель мы весь реализовали. Около 900 тонн у нас получается валовый сбор. Раньше у нас был склад, конечно, очень маленький, на 200 тонн. И он был полностью для ручной работы. Сейчас у нас все можно автоматизировать техникой. Работают погрузчики, вот разные уже контейнеры мы туда загружаем. И не нужно человек дополнительно нанимать людей, грузчиков, чтобы они это все реализовали, ставили. Сейчас вот этот склад на 500 тонн, мы свободно уже можем увеличить объем, можем увеличить продукцию. Раньше люди это все делали вручную, перебирали все в ведрах, высыпали. Сейчас делает сортировка, примерно такой же объем, который люди делали за месяц, сортировка делает где-то за час. Андрей Котрус является агрономом знаменитой династии картофелеводов Котрусов. Фамилия Котрус была известна всей республике еще в середине прошлого века, когда звено орденоносца картофелевода Ивана Котруса в сложнейших условиях получало великолепные урожаи. Мы всю жизнь в этом фермерстве, получается, росли, жили, все это видели. И, знаете, для меня это прям настолько обыденное дело, когда вот многие фермеры, кто-то начинающий, ко мне постоянно приезжают, вопросы задают. И я создаю вот сам вид такой легкости работы, что как будто
как будто бы мы ничего и не делаем на самом деле. Просто оно, знаете, уже как на генном уровне так легко все дается. Вот вы говорите, как будто бы это все сделано с легкостью, но это же действительно ключевое слово «как будто бы». Это большой колоссальный труд, Ну, да, да, и это обеспечение, да, не только вашего села, но и намного больше. Скажите, вот вдохновляет ли вас это? Вот, что вы чувствуете, что вот каждый год делать одно и то же? Ну, мне нравится работать. Это же не только выращивать картофель, да, это работаешь автоматически сразу с техникой, ремонт. Я люблю заниматься что-то конструировать, создавать, придумывать, и для этого это мне приносит очень большое удовольствие. Мы, например, инспекционный стол соорудили полностью сами из старого комбайна, взяли там какие-то части, какие-то детали, все это собрали и сделали, получается, вот этот стол и работали. Он до сих пор у нас работает все с исправностью. Урожай с городского округа обеспечивает свежим картофелем арктические районы республики. Раньше мы возили из других районов, направляли даже с Амурской области. А сейчас вот уже последние 2-3 года мы работаем только с городом Якутском. И нареканий со стороны арктических районов даже нет, потому что по качеству уже не уступает. Сегодня в планах хозяйства увеличить урожайность, а хранилище позволит сохранить качество овощей и уменьшить потери. Марфелина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск. Одна из старейших специальностей по животноводству отмечает вековой юбилей. Поздравить коллектив сельскохозяйственного техникума и его выпускников-зоотехников пришли крупнейшие работодатели, студенты разных лет и, конечно же, преподаватели. Отправилась сказать теплые слова с юбилеем и наш корреспондент Вероника Таюрская. Преемственность поколений. Именно так можно описать столетний юбилей одной из ведущих сельскохозяйственных специальностей, а именно зоотехнии. Но как же все начиналось? А начиналось все с постановления областного земельного собрания об открытии курсов. Тогда были приняты 24 учащихся и 4 преподавателя. Выпускники курсов удостаивались звания сельскохозяйственный техник. В 1925 году указом Наркомпромздравия СССР курсы были преобразованы в Якутский сельскохозяйственный 4-годичный техникум животноводства и молочного хозяйства с одним зоотехническим отделением. Время неумолимо двигалось вперед, и вместе с ним менялись запросы общества. Так уже через несколько лет открылись другие отделения, входящие в состав техникума. Но всегда преподаватели уделяли большое внимание обучению и практике студентов. Для получения прикладных навыков учащиеся отправлялись в сельхозкооперативы, где помогали специалистам в работе. Мы очень с добротой вспоминаем наше время учебы в техникуме. Сначала мы жили в общежитии, в двухэтажном общежитии на хлебозаводе и учились на глухом переулке. Мы ездили на автобусе, и вот это здание мы первыми окончили его. В 1984 году мы были первыми выпускниками вот этого здания. В обязанности зоотехников входит кормление, разведение и контроль за здоровьем животных. Студенты и преподаватели отмечают, что в зоотехнике идут люди с добрым и большим сердцем. Я выбрала специальность зоотехнию, потому что вот с 1 класса я работала с животными, ездила на разные МПК, получала первые места. Вообще, в принципе, заинтересовала работа с животными. Вот мы ездили недавно на первую практику. В Хатасе, в Багарах работали с коровами. Очень понравилось. Нас учат содержать животных, правильно составлять рацион, лечить их, когда есть к этому необходимость. Зоотехния – это не просто прикладная наука, а прежде всего направление, к которому стоит подходить с разных точек зрения. Специалисты отвечают не только за благополучие животных, но и дальнейшую продовольственную безопасность. Вероника Таюрская, Иван Саркаумов, Якутск. В Москве подвели итоги всероссийского конкурса видеоэссе «Мой дальний» о регионах Дальнего Востока глазами школьников и студентов со всей страны. Почти 1000 участников и только 302 работы вышли в оценку жюри. В видеоэссе конкурсанты рассказали о своем взгляде на Дальний Восток, его уникальности, культуре, природе. Каждому участнику был назначен свой регион Дальнего Востока. Так, о Якутии свои ролики прислали 20 человек. Победитель получил главный приз «Путешествие в регион». Им стал 16-летний Никита Субботин.
Сукуренко из Чувашии. К видеоэссе он подошел креативно о Якутии и рассказал во всем ее многообразии. Конкурс прошел в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Кажется, что Для меня Якутия – это символ силы, свободы и тепла. Дальний Восток звучит будто бы далеко, но на самом деле он просто ждет, чтобы мы его открыли. Ваши работы тонко и ярко придают дух Дальнего Востока, его силу, красоту и уникальность. Благодаря вам все больше людей узнают о богатстве нашего региона. И мы рады подарить победителю путевку на двоих в Якутию, край уникальной культуры, мощной истории и вдохновляющей природы. Под девизом «В здоровом теле здоровый дух» в Центре молодежных инициатив СВФУ проходит первый фестиваль здоровья. Мероприятие, организованное по инициативе работников Центра профилактики здоровья, призвано приобщить студентов к принципам здорового образа жизни. Участникам фестиваля предлагается пройти комплексное экспресс-обследование. Сначала студентам выдают индивидуальные медкарты, после чего на интерактивных станциях измеряются основные параметры – вес, рост, индекс массы тела. Специалисты подробно рассказывают о принципах сбалансированного питания. Помимо диагностики и лекций, программа фестиваля включает активные и развивающие занятия. Наша молодежь стала страдать избыточной массой тела и ожирением. Вот этот неправильный тип питания, малоподвижный образ жизни, постоянное зависание в социальных сетях за компьютером оставляет след на здоровье студентов. И мы решили в этом году провести эти мероприятия в несколько этапов. Сегодня первое мероприятие, которое посвящено молодежи. Мы хотим молодежи в такой интерактивной, интересной форме рассказать о том, как легко вести здоровый образ жизни. В рамках фестиваля «Настроение Алроса» при поддержке Алроса звезды вольной борьбы провели мастер-класс для юных вольников Нюрбинского района. Подробности далее. Федерация спортивной борьбы России при поддержке алмазной компании проводит фестиваль «Настроение Алроса» по вольной борьбе. В этом году к фестивалю помимо Мирного, Удачного и Айхала присоединились жители города Нюрбы и села Сунтар. Бесплатные мастер-классы провели ведущие борцы по вольной борьбе. Чемпион мира и Европы Ирбек Фарниев, бронзовый призер первенства мира Гамлет Рамонов, бронзовый призер чемпионата мира, обладатель Кубка мира в командном и личном зачетах, заслуженный тренер России Петр Юмшанов и чемпион Европы, победитель европейских игр, победитель Кубка мира Александр Богомоев. Вы знаете, что фестиваль настроения идет как партнерский, наш генеральный партнер Федерации спортивной борьбы, компания «Алроса». И в рамках этого соглашения мы приезжаем в Якутию. И у нас в этом году был Айхал, Удачный, Мирный, Сунтар. И сейчас заключительная точка наша – это город Нюрба. Перед началом мастер-класса именитые вольники провели беседу с юными борцами. Объяснили ребятам, что для достижения успехов в спорте недостаточно иметь стойкий характер, силу воли и упорства. И что ключевую и немаловажную роль для лютого спортсмена имеет дисциплина. Дисциплина всего может добиться. Какую бы цель себе не задал человек, без дисциплины ты его не сделаешь. Никогда в жизни. Это уже и доказано. И были примеры, что какие бы талантливые дети не были, не было дисциплины и ничего не добивались. Если бы чуть-чуть была дисциплина, всего бы добились. После обязательной разминки ребята приступили к долгожданному мастер-классу. Титулованные спортсмены поделились с ребятами своими секретами и коронными приемами, которые когда-то не раз приносили им победы. Я борьбой занимаюсь 3 года. Сначала я ходил на дзюдо, потом меня не брали на такие соревнования. Потом я там по соседству была борьба, я там перешел, и я там стал занимать призовые места там. Меня позвал сюда тренер. Мне этот мастер-класс очень понравился, я узнал много приемов. Поддержка спорта – одна из лучших традиций Алроса. Компания активно поддерживает спорт в Якутии, не только организовывая и поддерживая спортивные мероприятия, но и через развитие спортивной инфраструктуры,
включая строительство спортивных объектов. Дети остались довольны встречей со знаменитыми спортсменами в дни проведения фестиваля «Настроение Алроса». Тренеры отметили, что такое общение дает многим стимул ставить амбициозные цели, стремиться стать чемпионом. Безусловно, такой бесценный мастер-класс для юных борцов при поддержке Алроса поможет юным борцам в будущих соревнованиях. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.